Срок сдачи. Тапшыру вакыты. Срок сдачи. Тапшыру вакыты. Рустем Хамитов отчитал мэра Стерлитамака за затягивание срока сдачи строящегося дома. Рустем Хамитов йорт төзелешенең тапшыру вакыты һуҙылғаны өсөн Стерлитамак мэрын шелтәләне. Рустем Хамитов отчитал мэра Стерлитамака за затягивание срока сдачи строящегося дома. Рустем Хамитов йорт төзелешенең тапшыру вакыты һуҙылғаны өсөн Стерлитамак мэрын шелтәләне. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Доброе утро. Доброе утро, Максим Курников. Дина Мударисова. Звукорежиссерским пультом Никита Полянин. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений. У нас сегодня будет несколько тем, которые не совсем, да, казалось бы, в новостной повестке, но мы попробуем их как раз в эту новостную повестку включить, да, вплести. Ну и прежде чем мы ко всем нашим темам перейдем, я скажу, что сегодня день рождения Москвы, если вдруг кто-то еще не знает, это так, может быть, даже тем, кто сейчас пришлет первые 3 сообщения о том, сколько нам лет, мы подарим журнал «Дилетант». Вот что мы сделаем, да. Да, между прочим, я не сказал, у меня же полный багажник «Дилетант». Ух ты! Да. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений. Первых 3 журнала «Дилетант» тому, кто напишет, сколько же нам лет. +7 927 304 1051. Ну, заодно загляните к нам, посмотрите, где мы здесь обитаем. Ну что, дорогие друзья, у нас, как всегда, в первой части будет отрывок из программы «Персонально ваш». Вчера в программе «Персонально ваш» было интервью, которое Дарья Кучеренко перед отпуском успела взять у Милова, который приезжал в штаб Навального. Там мы выделили 2 темы, которые связаны с Башкортостаном, одна из которых связана с Башкортостаном, вторая такая более общая. Ну и, соответственно, мы с вами потом перейдем уже к другим, то не менее интересным темам. Про нефтяной сектор хочу с вами поговорить. Ну, я думаю, вся страна в курсе истории с Башнефтью и то, что сейчас с ней происходит. У республики остался еще пакет в 25% акций. Как вы считаете, нужно ли его оставлять или можно продать, если хорошую цену предложат? Ну, вы знаете, в нынешней системе российского корпоративного управления, особенно в доминировании государства и крупных структур государственных в стратегических отраслях, конечно, прежде всего в нефти, есть такое простое правило. У кого больше 50%, тут, по сути, полновластный хозяин. Поэтому вот эти все миноритарные пакеты, даже и 25, они не играют такой большой роли, как должны бы при нормальной системе корпоративного управления. В Казахстане есть 2 представителя в Совете директоров Башнефти. Ну да, вот, скажем, в Роснефти долгое время 2 бипишников сидели в Совете директоров, представители компании BP, и они ни на что не влияли, да, поэтому вот эти приставные, еще раз, у кого контроль, того и тапки, да, тот и решает вопросы, поэтому я, честно говоря, думаю, что этот пакет, особенно при заходе такого агрессивного игрока, как Сечин, на контроль в Башнефти, посмотрите на всех миноритарных акционеров в структурах, которые контролируют Сечин, они не играют, в общем, ничего, да. Я думаю, что этот пакет резко потерял ликвидность. Я думаю, что здесь 2 варианта. Либо они продолжат сидеть на приставных стульчиках, ни на что не влияя, либо в итоге Роснефть это все выкупит по сходной цене, как они договорятся, но какой-то рыночной судьбы у этого пакета я реально не вижу. Мне казалось, что вот этот пакет в 25% акций, он, во-первых,
хотя бы какой-то политический вес дает главе республики, что он сумел это удержать. А во-вторых, то, что есть представительство в совете директоров, позволяет, дает какую-то гарантию о том, что там можно будет вопросы с выплатой дивидендов. Вот смотрите, по дивидендам, я простую вещь вам скажу. Первое, что сделала Роснефть, когда зашла на контроль по Башнефти, они отложили выплату дивидендов. Они там что-то обещают, да, но Башнефть... Что, не выплатят, что ли? Нет, они что-то выплатят, но сейчас там начнется... Потому что если вы посмотрите на остальную картинку с Роснефтью, Роснефть везде ведет жесточайший торг с государством, пытаясь дивиденды зажать. То есть она в итоге что-то выплачивает, но, например, Башнефть при контроле АФК-системы и даже когда перешел в федеральную собственность пакет, она платила где-то 200 рублей на баррель добытого нефтяного эквивалента. Это были лучшие дивиденды в отрасли. Да? Роснефть платила 60-70 рублей. Вот вам разница, да, и не хочет увеличивать эти выплаты. А сейчас, как только она зашла, я считаю, что это просто знаковый показатель. Они говорят, не, дивиденды мы пока отложим, выплачивать не будем. То есть, может, заплатит, но это очень плохой признак. Следите ли вы за процессом АФК-система Роснефть, который сейчас в арбитражном суде Башкортостана происходит? И если следите, то вы же следите из Москвы. Вам интересен ваш взгляд, на что обращаете внимание? Слежу, конечно, это давняя история. Сеченские еще лет 10 назад начали подавать иски против Башнефти. Тогда еще... Вот ближайший соратник Сечина Антон Устинов возглавлял правовой департамент Федеральной налоговой службы, и они в 2006-м подали первый иск против приватизации Башнефти, тогда еще в пользу структуры Урала Рахимова. Уже тогда Евтушенков был миноритарным акционером, позже он выкупил контроль, но я так понимаю, что сеченские вообще считают, что всей этой компании Евтушенкову Башнефть досталось нечестно, и он им как бы должен за то, что они заплатили в прошлом году 330 миллиардов в бюджет России за Башнефть, да, они хотят вот часть с него вернуть назад, по своим понятиям. Я думаю, что, судя по тому, как процесс идет, они его вернут, потому что вот уже есть несколько неприятных решений, арест акций, например, и отказ требованиям системы снять арест с этих акций, там, других активов, принадлежащих Евтушенкову, да, это плохой признак, и там есть ряд других плохих признаков. Я думаю, что этот процесс, в принципе, кончится каким-то отъемом активов дальнейших у АФК-системы, в том числе башкирских. Часть наших гостей из нашей студии в Москве и Уфе, очень либерально настроенных и не симпатизирующих Игорю Сечину, в этой истории на стороне Роснефти. На стороне не компании, а, так сказать, истца, потому что они считают, что АФК-система такие белые пушистые, считают, что они были здесь, по сути, временщиками и просто строят из себя жертву сейчас. Вы знаете, я не знаю, о ком вы, но у меня принципиальный взгляд на эту ситуацию, что право собственности – это право собственности. И там, то, что Роснефть сейчас предъявляет АФК-система, это то, как собственник обращался со своим имуществом. Вы знаете, это такой вопрос, который, если мы рыночная экономика, то это должны решать акционеры. И все. Да? Еще раз, опять же, Башнефть, к ней крайне трудно предъявлять какие-то претензии, потому что она своим акционерам платила очень хорошие, лучшие в отрасли дивиденды. Да? И там попытки вот как-то изобрести какие-то там якобы там, ущерб, нанесенный компании, крайне трудно на этом фоне вот так аргументировать. Это, кстати, одна из причин, почему я считаю, что суд будет не в пользу системы, потому что иск-то абсурдный. На фоне рекордных дивидендов своим акционерам, говорить, что они где-то там что-то вывели, но они платят-то больше, чем Роснефть в разы, да, на баррель добычи. Поэтому, еще раз, частная собственность – это частная собственность. Акционеры должны разбираться, и то, что сейчас Сечин пытается за других акционеров Роснефти говорить, что якобы им там был нанесен ущерб, но с точки зрения просто законов рыночной экономики это абсурдно выглядит. В общем, разговор о деньгах, о Башнефти, об АФК-системе, о том, о чем мы так много говорим, только в этот раз не с местным экспертом, а с приезжим. Я скажу только, что сегодня у нас программа «Персонально ваш» выйдет в обычном режиме, то есть в прямом эфире с видеотрансляциями в YouTube, и в Фейсбуке, и как положено. А у нас в гостях будет... Игорь Савельев, писатель. Он, кстати, уже не первый раз у нас будет. Да, во второй. Во второй, поэтому, если вдруг вопросы к нему будут заранее, то, пожалуйста, +7 927 304 1051. И на этот же номер мы вместе с вами будем принимать вопрос, а точнее ответы, да, на вопрос, сколько же нам лет. Какие есть варианты? Есть разные варианты. Я думаю, что, наверное, в общем-то, еще можем принять парочку. Что ж мы зажмем дилетантов? Не зажмем.
Не зажмем мы дилетантов. Давайте так, еще раз мы спрашиваем вас, а сколько же нам лет сегодня? +7 927 304 1051. Знаешь, что меня радует? Дина, меня радует, что приходят в том числе неправильные ответы. Это значит, что люди не знают, но очень хотят попробовать написать, и это радует меня. Это здорово. Да, ну а Аня еще, и это, я так понимаю, Аня Яня, я не помню ее, наверное, наизусть, но я так думаю, что это она, потому что, ну, кто еще может знать, что у моей дочери тоже сегодня день рождения. Да, это так. Ура, поздравляю. Да. Ну что ж, я только скажу, что у нас тема денег продолжится дальше, но немножко в другой сфере, да, в социалке. Меняем тему. Из разных регионов России приходят новости о том, что не хватает денег на лекарства, точнее, не хватает лекарств, да, денег-то уж это потом, не хватает лекарств для ВИЧ-инфицированных. И вот в Башкирии какой-то первый тревожный звонок на эту тему. Да, пишет Медиакорсеть об этом, пишет, что очередь на целый день, и ВИЧ-инфицированным в Башкирии не хватает врачей, и не только лекарств. Угу. Они взяли комментарии пациентов и медицинского персонала о том, что многие вообще люди с ВИЧ, они уезжают из Башкирии в другие регионы, либо они как-то терпят вообще отношения медицинского персонала, как они говорят об этом. А медицинский персонал, в свою очередь, говорит, что мы тоже люди, мы не можем всех угодить и так далее. Угу. Ну, я просто скажу, что недавно в России изменилась система закупки как раз таких лекарств, и теперь это решение принимает федеральный центр на основе тех данных, которые предоставляются из регионов. Иногда не полностью выполняются, видимо, эти заявки регионов, либо заявки регионов составлены так, что там не учитываются возможные новые пациенты. Но, в общем, в некоторых регионах есть такие проблемы. Но не только ВИЧ-инфицированные сталкиваются с нехваткой лекарств, и мы сейчас об этом поговорим чуть подробнее, потому что к нам, в общем, скажем честно, прямо в редакцию обратилась руководитель одной из организаций. Благотворительной организации «Хантер Синдром» Элеонора Романова, которая рассказала, что как раз людям с синдромом Хантера, больным детям и взрослым, это такое заболевание генетическое, при котором в организме не вырабатывается фермент определенный, и в организме накапливаются токсины. И получается, что постепенно организм отравляется, и клетки отмирают. Ну и люди, в общем, без этого лекарства жить просто не смогут. Не могут, да. И вот начались какие-то перебои с этим лекарством. Мы сейчас как раз подробнее об этом спросим у как раз руководителя организации Элеоноры Романовой. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро. Расскажите, с чего, в общем, начались перебои с лекарством? Просто не стали предоставлять лекарственные средства, то, которое даже было у нас выиграно, скажем, по решению суда. Когда это началось? Это случилось в августе месяце. То есть с этого августа? Да, но такой инцидент был еще у нас и в 9-м, и в 10-м годах. И тогда как решался вопрос? Мы подавали документы в Министерство здравоохранения на полноценное лечение, но тогда был просто проведен 6-месячный курс, краткосрочный, и было прекращено. И мы подали, конечно, в прокуратуру о том, чтобы прокуратура проверила. Прокуратура выявила, незаконность, и был суд. В 2010 году, 12 ноября, этот суд был в пользу детей. То есть суд обязал Министерство здравоохранения республики выделять это лекарство, правильно? И оказывать это процедуру лечения. Да. Так, вот в августе вас как-то предупреждали о том, что вот со следующего месяца, например, мы не будем предоставлять, или это произошло внезапно? Это внезапно произошло. Никто никого ничего не предупреждал заранее. Как это объясняют вот те люди, которые выдают это лекарство? Вообще, как это происходит? Где вы его получаете? Это лекарство получают в поликлиниках. Угу. То есть вы приходите в поликлинику, вам говорят, нас его нет. Объясняют, почему его нет? На балансе медучреждения препарат отсутствует. Так. Вы, соответственно, обращались в Минздрав? Да, 24 июля я была на личном приеме у Мингазова, у замминистра. Так, и что он вам объяснил?
я задала ему этот вопрос, и я спросила, объясните, пожалуйста, в чем дело? Он мне ответил, что нет средств до 2018 года. А причину он объяснил, почему нет? Каким образом так получилось? Того, почему нет средств, такого объяснения не было. Просто нет средств, и все. Никаких больше объяснений. Вы в этот раз обращались в прокуратуру или еще нет? Да, конечно. Что они говорят? Обратились. Прокуратура объяснила, значит, таким образом, что было вынесено решение суда, которое вступило в силу в 2016 году. Это новое уже решение суда. После проверки прокуратуры она подала в суд. Так. И, значит, это решение суда мы просили прокомментировать. Я была на личном приеме у прокурора Фатхуддинова Динара Такировича. А что там за решение в этот раз? Это решение на 7 листах относительно дорогостоящих и, значит, заболеваний с тяжелой патологией. Оно что-то меняет по отношению к тому решению 2010 года, что Минздрав обязан вам предоставлять это лечение и лекарства, или наоборот, это решение новое суда как бы, укрепляет предыдущее решение? Я вчера советовалась с юристом по этому поводу, и мне сказали, что это преюдиция. Есть такое понятие юридическое, что оно укрепляет то решение. Вот просто хочется понимать, а какое количество детей сегодня в Башкортостане остались без этого лекарства? Сейчас не получают 2 детей по синдрому Хантера. Еще один ребенок тоже мукополисахаридоз. И один взрослый. Вот на сегодняшний день у меня такая информация. Угу. О каких суммах идет речь? То есть насколько это действительно гигантские суммы для того, чтобы на какое-то время, например, может ли какая-то там семья лечиться самостоятельно? Нет, семья не сможет обеспечить своего ребенка, потому что это неподъемные суммы, это только государство. И во всем мире так решается этот вопрос. Только государство обеспечивает вот данную категорию больных лекарственными препаратами. Все-таки сумма какая? Хотя бы примерно. Один флакон стоит 180 тысяч. Угу. И таких флаконов в месяц нужно? Да, 3 флакона, допустим, это в раз капаются 3 флакона. Понятно. Да, и годится только одно лекарство, правильно, для лечения, для терапии? Единственное в мире. Понятно. Нет аналогов. Есть ли у вас понимание, как эта ситуация может разрешиться? Может быть, Минздрав там дает какие-то пояснения, как этот вопрос можно решить? Или, в общем, Минздрав занял такую позицию, что мы теперь больше не даем лекарства, потому что у нас нет денег и что нас не трогайте? Сразу же обратилась фармкомпания, которая производит этот лекарственный препарат, и мы тоже написали к ним обращение по оказанию гуманитарной помощи в такой трудной ситуации. Так. Ответ от этой фармкомпании я не получила. Вот что интересно. Но на словах было сказано, что мы тут же включаемся в этот процесс. Но вот на сегодняшний день пока еще не было поступления, хотя все письма написаны, обращения по поводу оказания гуманитарной помощи, но почему-то для благотворительной организации нет ответа. Понятно. Вот нас это очень удивляет. А вы знаете, что происходит по этому вопросу в других регионах страны? Там тоже проблемы с получением этого лекарства? Или такая проблема, по вашей информации, только в Башкортостане? Я прочитала статью, и эта ситуация началась еще с 2016 года по регионам России. Угу. Понятно. Да, спасибо большое. Я напомню, это была Элеонора Романова, руководитель как раз организации помощи больным этой болезнью. Как она? Хантер-синдром. Хантер-синдром, да. Мы сейчас уйдем на московские новости. После московских новостей продолжим. Я напомню, мы говорили о том, что по каким-то причинам, пока до конца нам непонятным, прекращена выдача дорогостоящего лекарства как раз для людей с Хантер-синдромом. С этой редкой болезнью.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». В столице на Эхе новости, у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Союзники США готовы наращивать воинский контингент в Афганистане. С таким заявлением выступил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен дополнительно разместить в Афганистане около 4000 своих военных. Президент США Дональд Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе в Вирджинии, сегодня сообщил, что США больше не собираются приводить данные о численности воинского контингента в Афганистане. Он добавил, что полномочия американских военных в этой стране будут расширены. На всей территории Ростовской области из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил глава МЧС России Владимир Пучков. По последним данным, в частном секторе в центре Ростова-на-Дону огонь охватил накануне 120 строений. Пострадали 45 человек. В областном управлении МЧС сообщили, что накануне к вечеру открытого горения уже не было. Спасатели работали на месте происшествия всю ночь. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В прибрежных водах Копенгагена обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей журналистке Ким Валь. Полиция призывает не торопиться с выводами. Тело направлено на экспертизу, сообщает BBC. В последний раз Валь видели почти 2 недели назад на подводной лодке изобретателя Питера Мадсена. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Сам изобретатель говорит, что журналистка погибла в результате несчастного случая, и он похоронил ее в море. Россияне стали больше экономить на своем досуге. Доля тех, кто за последние полгода не посетил ни одного развлекательного заведения, превысила 50%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». 3 года назад этот показатель составлял 45%. Количество посетителей выросло только в кинотеатрах и заведениях фастфуда. Однако в обеих категориях средний чек снизился почти в 1,5 раза. Охрана австралийского бара не пустила в заведение кронпринца Дании Фредерика. У него не оказалось при себе удостоверения личности, сообщает издание «Курьер Мейл». Инцидент был исчерпан после того, как в ситуацию вмешались сотрудники местной полиции. Владелец заведения пояснил, что в июле в штате Квинсленд вступил в силу закон, согласно которому все посетители ночных баров после 10 вечера должны предъявлять документы. 49-летний кронпринц прибыл в Австралию на регату. Жители США стали свидетелями первого за 99 лет полного солнечного затмения. Его можно было наблюдать с территории 14 штатов. В Вашингтоне, где тень Луны лишь частично закрыла солнце, на затмение пришел посмотреть в том числе Дональд Трамп. Президент США появился на балконе Белого дома вместе с женой и сыном. О погоде в Москве сейчас 20 градусов, сегодня днем 28-30, переменная облачность без осадков. Елена Лиховская, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. В среду, 23 августа, гостем студии «Эхо Москвы» будет руководитель компании «Финам» в Уфе, финансовый эксперт Руслан Валиев. Поговорим о криптовалютах как инструменте инвестиций. Слушайте эфир в среду в 8:45. Запомните этот день, 25 августа. В течение суток журналисты будут вести репортажи о жизни нашего города. Станьте соучастниками грандиозного медиапроекта «Уфология». «Уфология». Целые сутки о том, как живет Уфа в режиме нон-стоп. Следите 25 августа за новостями столицы на сайте mkset.ru. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На Эхе Уфе новости, в студии Милюша Латыпова.
Вчера в Уфе состоялось первое заседание суда по иску инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы мэров городов и глав районов республики. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченное лицо инициативной группы Лилия Чанышева. Напомню, ИСЦИ требует признать незаконным отказ депутатов Госсобрания республики в назначении референдума. По словам Чанышевой, в суде представитель Госсобрания просил перенести заседание на сентябрь, так как невозможно отстаивать позицию депутатов, чья сессия начнется лишь в следующем месяце. Слушания перенесены на 12 сентября. Как сообщает Чанышева, ИСЦИ попросили вызвать на следующее заседание главу комитета по местному самоуправлению Румиля Азнабаева. Суд поддержал ходатайство. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело в отношении начальника штаба полка ДПС в Уфе Вадима Латыпова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным ведомства, в апреле текущего года Латыпов запретил своим подчиненным привлечь к административной ответственности за неуплату штрафов 3 водителей маршрутных микроавтобусов. В ходе доследственной проверки начальника штаба был уволен, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. В некоторых районах Башкортостана объявлен высокий класс пожароопасности. Так, по данным МЧС по республике, на территории Бирского, Дюртюлинского, Куйргазинского и Уфимского районов прогнозируется 4 класс опасности, а в Федоровском районе 4 уровень. Как сообщают в ведомстве, это связано с погодными условиями, установившимися на большей части территории республики. Столичные власти предлагают уфимцам решить вопрос с благоустройством Солдатского озера, расположенного в парке имени Якутова. Администрация Советского района запустила в соцсетях голосование. Уфимцам предлагают 2 варианта: огородить озеро по всему периметру или установить заборы на смотровых площадках. По последним данным, 75% горожан проголосовали за второй вариант. Сегодня стартует 10-й сезон континентальной хоккейной лиги. На льду Уфы-арены встретятся Салават Юлаев и Владивостокский «Адмирал». Начало матча в 19 часов по уфимскому времени. И о погоде. Сейчас в столице плюс 17, ясно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 26, вечером плюс 24. Илюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Продолжаем «Уфимский разворот». Да, Максим Курников, Дина Мударисова, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 1051. Во-первых, спасибо огромное за теплые слова, которые вы прислали. Это прям очень приятно. Во-вторых, скажем, что радиостанция «Эхо Москвы» сегодня 27 лет. Тут есть несколько ответов. Ответом год, но год, наверное, имеется в виду, что Уфимскому эху в этом составе. Но на самом деле Уфимскому эху тоже много лет уже, поэтому год — это, наверное, неправильный ответ. А 27 лет действительно правда, в августе 1990 года, еще в Советском Союзе, еще, то есть в другой стране. Мы обязательно подарим журналы. Вот я вижу тут, по крайней мере, чьи ответы: Ильдар, Индира. Несколько ответов без подписи. Дорогие друзья, дошлите свои имена. Те, кто не подписались, мы вам тогда с удовольствием позвоним и подарим журналы «Дилетант». Я все-таки скажу еще пару слов по поводу того звонка, который мы сейчас делали, да, руководитель благотворительной организации, который занимается помощью детям и взрослым с редкой болезнью, и им, как стало понятно, вот перестали выделять лекарства. Меня вот во всем этом удивляет эта мотивировка по поводу «нет денег», потому что как тогда у нас профицитный бюджет? То есть у нас профицитный бюджет за счет того, что мы кому-то лекарства не выдаем. И в СМИ как раз, да, Минздрав говорил, что у них профицит. Мне кажется, это какая-то иезуитская позиция, это какой-то вот садизм, да, отчитываться, что у нас профицит, а в то же время не выдавать кому-то лекарства. Что-то в этом очень нездоровое есть. И у меня тут, знаешь, параллели с 20-ми годами, да, с 20-20-21 годом, когда на Южном Урале был большой голод, когда был неурожай, и когда отправляли, значит, это зерно,
Вот как раз мы вчера говорили про памятник, да, который ставили. Здесь, значит, собирали это зерно, отправляли его куда-то. Начальство здесь отчитывалось, что, вы знаете, у нас тут все хорошо, чтобы там не получить по шапке, видимо, или по неопытности, уж не знаю почему. Ну, в общем, отчитывались, что у них профицитный бюджет. Да, да, люди умирали. А отправляли это зерно, значит, в Москву, а люди здесь просто умирали от голода. Просто умирали от голода не потому, что неурожаи, потому что неурожаи бывали при любом режиме, да, и при царском тоже, и в том числе сильные неурожаи, которые приводили к серьезным последствиям, в том числе и к голоду, но не такому масштабному, который был здесь в 20-е годы. Да, а почему он здесь был такой в 20-е годы? Потому что вот это самое руководство ставило интерес отчета перед начальством выше, чем интересы людей, ну, настолько выше, что просто до людоедства дошло, да, в том числе и здесь, в Башкирии. В общем, какая-то жуть, не знаю, как можно отчитываться, вот как спит министр, который отчитывается о профиците, а при этом у него люди с редкими заболеваниями не получают лекарства, потому что нет денег. Как это может уживаться в одной голове? Я очень надеюсь, что руководитель благотворительной организации что-то не так поняла просто, да, и что ей завтра уже эти лекарства принесут на блюдечке с голубой каемочкой, и она просто, вот, наверное, что-то не поняла. Я на это надеюсь, да? Да, будем разбираться. Да, меняем тему. Ну, раз уж мы начали говорить об организациях, которые не государственные, я могу сказать, что вчера встречался с представителями комитета против пыток, которые приехали в Уфу из Нижнего Новгорода. Они приехали в том числе для того, чтобы, в общем, проверить, как здесь возобновляется работа местного отделения комитета против пыток. Дело в том, что в Уфе работал комитет против пыток, но в итоге было принято решение о приостановке. А когда это было? Это было, наверное, около 1,5 лет назад, года назад, когда вот прям окончательно уже прям закрыли все. То есть до этого просто там начались какие-то перебои в работе, а потом все закрыли. Сейчас возобновляется работа этого комитета. Я могу сказать, что в тех регионах, где он работает, это всегда источник важной информации о работе силовых структур, о работе Следственного комитета, о работе полиции, о работе системы исполнения наказаний. Поэтому, в общем, я могу сказать, что нам всем повезло, что эта организация здесь начнет работу. Наверное, и они тоже там, да, ошибаются. Хотя я, честно говоря, не помню таких там моментов, когда вдруг оказывалось, что пыток на самом деле не было, каких-то они там зря судятся. Чаще всего они, если не выигрывают в российских судах, то выигрывают в Европейском суде. Так что, я думаю, в Уфе появится еще одна правозащитная организация, которая будет здесь очень влиять как минимум на информационное поле, ну и на работу силовых структур. Я могу точно сказать по опыту работы в Оренбургской области, благодаря их работе совместно с полицией, тут, конечно, заслуга полиции точно не меньше, чем комитета против пыток, но они победили пытки в полиции. Там больше нет сообщений о том, что в полиции кого-то пытали. Да, в Оренбурге они выполнили свою миссию, да? Но теперь вот они работают там в основном системой исполнения наказаний, там, конечно, еще непаханное поле. А вот в Башкортостане, к сожалению, да, и мы знаем вот особенно историю с Нефтекамском, такие истории случаются еще. И я надеюсь, что здесь комитет против пыток тоже выполнит свою функцию. Ну, там, если вдруг кто-то не знает, эта организация признана иностранным агентом, потому что влияет на политику. Видимо, пытки — это вид политики в нашей стране. Теперь давайте перейдем к нашему Златоусту, что бы мы без него делали в информационном поле. Спикер Курултая снова сказал что-то, что попало в информационное пространство. Константин Толкачев прокомментировал предложение о переносе столицы за Урал. Он отметил, цитирую: «Предложение о переносе столицы получило большой резонанс, что показывает востребованность и актуальность данной темы. Тем не менее, не вижу в этом необходимости. Это огромные затраты, на которые государство не может пойти, к тому же исторически столица ассоциируется именно с Москвой. В то же время в отношении передачи ряда столичных функций стоило бы подумать. Это позволило бы разгрузить Москву и дало бы дополнительный импульс развитию регионов. В России достаточно большое количество городов с развитой инфраструктурой, в число которых, безусловно, входит и Уфа. Они вполне справятся с возложенными на них дополнительными обязательствами». Вот тут я хочу пару вещей сказать. Во-первых, конечно,
многие политологи говорят о том, что надо же, как удивительно, на пустом месте родился какой-то инфоповод, о котором все говорят, ну, вот с этим переносом столицы, да, потому что, по большому счету, никаких предпосылок к этому не было, просто какой-то там социолог или демограф, да, там сделал какую-то карту, и обронил, что вообще, конечно, было бы неплохо туда столицу перенести, чтобы там более равномерно распределилось население. Москву разгрузить. Да, не, вообще, в принципе, чтобы распределилось как-то население по стране, потому что оно собрано у нас там в 1-2 точках по большей части. Это Москва и Санкт-Петербург. Но как все эту тему подхватили, наверное, это говорит о том, что подсознательно или, может быть, сознательно каждый об этом думает, и каждый прикидывает, а куда бы это можно было сделать. Но не знаю, стоит ли голосование здесь какое-то устраивать, но, в принципе, давай так и спросим, потому что одно дело, когда это спрашивают всю страну или когда это спрашивают Москву, а когда мы понимаем, что когда спрашивают всю страну, Москва там будет доминировать в любом таком голосовании. А вот давай спросим как раз такой типичный российский миллионник, да, Уфу. А вы как считаете, нужно ли переносить столицу из Москвы или нет? Ну, как бы в Уфу, не в Уфу, это уже вопрос другой. Хотели, конечно, спросить в Уфу или в Казань, но, в общем, в принципе, стоит ли переносить столицу из Москвы? Будет ли в этом какая-то польза? 262, 72, 47. Да, было бы замечательно, на самом деле. Это было бы хорошее решение. 262, 72, 48. Нет, это вообще абсолютно пустая какая-то идея. Голосование. Процесс пошел. В этом однозначно что-то есть. 262, 72, 47. В этом однозначно что-то есть. Развитие экономики. Было бы на самом деле правильно перенести столицу из Москвы куда-нибудь на Урал или за Урал. 262, 72, 47. 262, 72, 48 номер телефона для тех, кто считает, что это абсолютно пустая идея. Москва столица и все. Да, вот отмечу, что здесь есть комментарий как раз к посту Толкачева, что предлагаю перенести в Уфу Верховный суд. После суда Роснефтесистемы мы вполне можем считать себя судебной столицей. Да, это красивый комментарий. 262 72 47 номер телефона для тех, кто считает, что что-то есть в этой идее. На самом деле стоило бы, может быть, даже и взвесить все за и против и как-то вот решить. 262 72 47. Да нет, Москва — это столица, и это вообще пустая мысль двигать ее куда-то там по стране в сторону Востока. 262 72 48. А ты бы, Дина, как проголосовала? Ой, я бы проголосовала, наверное, все-таки за разумный подход к этому, потому что взять так и перенести просто технически, в этом смысла просто не будет, мне кажется. Ты знаешь, Дина, мне в этом смысле, наверное, повезло, потому что я жил в стране, которая переносила столицу. Угу. Я жил в Казахстане, когда столица переехала из города Алматы, тогда она уже называлась, да? Более известной советским людям как Алма-Ата, да? Так вот, из Алматы в Астану. Как в Астану, в Целиноград, который был переименован в Астану. И это был очень интересный процесс, это был очень тяжелый процесс. Для того, чтобы это провести, огромное количество денег было затрачено, и эти деньги, они, в общем-то, понятно, откуда брались. Они брались из социальной сферы. В Казахстане тогда, в общем-то, отменили пенсии. Да? И как жили пенсионеры в это то время? есть там те люди, которые не успели поработать, они, понятно, получали какую-то пенсию, а те, кто успел, то есть попал в этот возраст, когда уже хотя бы 10 лет или там сколько-то лет ты работал, то ты уже накапливал себе на пенсию сам, то есть по пенсионным фондам там, и так далее. И, кстати говоря, реформа пенсионной системы там была проведена еще вот в 90-е годы и довольно резко, и тогда болезненно, но зато она работает, и там не меняют правила игры каждый год, как здесь, в России. И не замораживают никакие там накопительные части. Так вот, когда перенесли столицу, очень много об этом, естественно, говорили, и это было такой нацпроект, конечно. Это вот что-то, что объединяло людей, даже если были противники этой идеи, они же все равно вокруг этой идеи ходили, да, и эта тема была на несколько лет главной в Казахстане, вот этот перенос столицы, и перед переносом, и во время переноса, и сразу после переноса. И когда сейчас люди приезжают в Астану, они все, конечно, говорят, вот это, круто, да. Более того, Алма-Ата, она не потеряла, конечно, она там потеряла свой вес, она уже не столица, но, тем не менее, она не потеряла привлекательности для бизнеса, она не потеряла привлекательности для людей, которые там хотели бы жить, потому что это был самый большой город и остается самый большой город Казахстана. То есть вместо одного большого города стало абсолютно два. Точно. Появилось несколько центров, которые влияют на жизнь страны. И это
Это, я могу сказать, один из позитивных эффектов. Мне трудно оценить, я не экономист, я не урбанист, там, не градостроитель, мне трудно однозначно говорить, насколько это было полезно для экономики или не полезно для экономики. Но что я могу сказать однозначно, это то, что в стране появилось больше центров принятия решений, больше центров общественного влияния какого-то и так далее, потому что Алмата до сих пор сохраняет огромное влияние вообще не только в Казахстане, но и в Средней Азии. А также, как и Москва, будет влиять на всю Восточную Европу, вне зависимости от того, столица это или не столица, так как сейчас влияет Петербург. Потому что Петербург, кстати говоря, самый большой не столичный город Европы. Да, и в который приезжает больше туристов, чем в Москву. Да. Ну что ж, буквально еще минутку поголосуем. 262-72-47. Вам кажется, перенести столицу из Москвы куда-нибудь не такая уж плохая идея, и надо бы о ней подумать серьезно. 262-72-48. Нет, абсолютно пустая идея, не нужно переносить никакой столицы ниоткуда. 262-72-48. Мы голосуем до конца этой минуты, да? Да, хотели же разговоры несколько лет назад, что давайте перенесем вообще в Сибирь столицу, в тот же Новосибирск, к примеру, или вообще на Дальний Восток, чтобы оттянуть вот эту вот волну миграции и чтобы как-то, действительно развивалась другая часть России. Потому что, да. К Китаю поближе сразу, чтобы раз и все. Долго не ездить. Столица уже там. Ну что, я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто принял в нем участие. Я надеюсь, что все успели, и у нас сейчас тут допадают голоса. И какие же итоги? Так, итоги у нас следующие. Только 23% слушателей «Эхо Москвы» в Уфе считают, что перенос столицы – идея хорошая. 23%, да. И 77% наших слушателей считают, что Москва, она же Третий Рим, да? А четвертому не бывать. И поэтому, в общем, Москва есть Москва, и не надо ничего оттуда двигать. 77% у нас такие москвоцентристы. Ну что ж, меняем тему. Сейчас мы с вами пойдем в сферу оккультную. Я бы сказал, даже шарлатанскую где-то, может быть, нет? Мы с вами поговорим о том, как на вас влияют всякие солнечные затмения. Лунные затмения. На самом деле, это, конечно, я шучу, что это там оккультная какая-то тема и так далее, но ты знаешь, вот когда я читаю по поводу каких-то магнитных бурь, или каких-то там лунных затмений, или чего-нибудь, я всегда думаю, интересно, что первично? Это информация, которую я узнал, и теперь я буду обращать внимание на что-то, что происходит. Или самовнушение. То есть это это какое-то самовнушение, да, то есть это вот я прочитал, и, соответственно, вот теперь буду все, что происходит вокруг, объяснять этим самым. Да, или действительно влияет. И вот мы ставим вопрос моей любимой категории «верю, не верю». Да? То есть вот вы верите в то, что это влияет. По крайней мере, вам кажется, что вы это на себе ощущаете. Да? Всякие солнечные затмения, которые, кстати, вчера было. Полное солнечное затмение, правда, с другой стороны Земли, но тем не менее. 262-72-47, конечно, влияет. 262-72-48 нет, что за ерунда. Обращать внимание на какие-то там явления, никак это не влияет на ваше, там, не знаю, настроение, работу, здоровье и так далее. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, мой любимый тип голосования «верю, не верю». Влияет ли всякие там солнечные и лунные затмения на вас, как вы думаете? Вы это чувствуете, ощущаете? Да, влияют. 262-72-47. 262-72-48 нет, не влияют. Но, по крайней мере, я этого не чувствую. 262-72-48. Ты, Дина, когда узнаешь, что будет солнечное затмение, начинаешь как-то там что-то переживать? У меня скорее обратный процесс, когда у меня начинаются какие-то проблемы там, со здоровьем. Я начинаю думать, что же, в чем причина. Лезешь в интернет? Да, понятно все. Ясно. Да, хорошо. Ты тогда позвонила по номеру 262-72-47, да? Да. 262-72-48, номер телефона для тех, кто считает, что это не так. И я позвонил по второму номеру, несмотря на то, что я опять же все время на это обращаю внимание. Но мне кажется, что это во многом психосоматика такая. То есть человек сам себя начинает внушать себе, да, или объяснять какие-то вещи. 262-72-48. Хотя, вот, честно говоря, посередине. Я, может быть, даже если и чувствую, то стараюсь думать, что это не так. В каждом прогнозе погоды ведь есть, что вот магнитная буря и так далее. Ты знаешь, у нас государственные каналы и государственные газеты печатают гороскопы вообще. Гороскопы в государственной газете, серьезно.
Ну, гидромедцентр тоже дает, между прочим, вот эти дела. Какие? Ну, что иммунное затмение, ну да, понятно, что есть, влияет давление, в конце концов. Некоторые даже картошку сажают по лунному календарю. Ну, что? Нет, ну да, понятно все. Ну что же, у нас однозначное голосование при достаточной активности, абсолютно однозначное голосование, я поэтому буду его устанавливать. Но 100% говорят, что да, на них это влияет. Вот было в Америке солнечное затмение, интересно, что происходило с этими людьми. А мы пока посмотрим, как солнечное затмение повлияло на телеканал ГТРК. На самом деле, новость, которую дали не только ГТРКшники, да, но и другие средства массовой информации. Но в ГТРК использовали формулировку, которая меняет все. Я не понимаю, может быть, это сознательно было сделано, может быть, это даже где-то какой-то стёб, но звучит эта новость следующим образом. Звучит это так. Башкирские программисты создали первое в мире приложение для изучения башкирского языка. И я думаю, что в этот момент Силиконовая долина просто схватилась за голову. В Японии все программисты просто почему до этого не догадались? Потерян целый пласт. Наверное, больше всего уязвлены этим программисты Казани, потому что, понятно, что мы конкурируем. Но сама формулировка, что башкирские программисты создали первое в мире приложение для изучения башкирского языка, это, согласитесь, очень круто, да? Кому же еще его придумывать? Слушайте, кому еще придумывать, как не башкирским программистам? Но ты знаешь, что меня удивило? По крайней мере, я не смотрел сюжет, ты смотрела сюжет, да? Я прочитал то, что написано. Но что здесь именно для изучения языка, я не понимаю, потому что, смотри, что здесь написано. Электронная библиотека и умная клавиатура сделают изучение башкирского языка еще доступнее. Как? Пока нам не объясняют. Да? Известный веб-дизайнер представил телеканалу в России новые виртуальные проекты. И так далее. Новой электронной библиотеки Китаптар еще нет в открытом доступе, но она точно станет популярной. Красиво, 100%. Да? Он один из... То есть тут говорит, пропускаем, обновленный Китаптар — это 1500 книг, золотой фонд башкирской литературы, только Эпс, Урал-Батыр, здесь несколько вариантов. Пользователи смогут не только читать в режиме онлайн, но и обсуждать книги, делиться впечатлениями. Это своего рода социальная сеть для любителей башкирских произведений. Если Китаптар заработает в сентябре, то второй проект уже доступен для скачивания. Интеллектуальная клавиатура — настоящий прорыв среди подобных приложений. Грубо говоря, Т9 только на башкирском. В этот раз разработчики пошли дальше. Новая клавиатура превосходит даже всемирно известный Т9. Да. Естественно, потому что он на башкирском. То есть, серьезно. Программа предлагает систему набора текстов для смартфонов и на башкирском, и на русском языках, и даже предлагает осмысленные фразы. И что я тебе хочу сказать, новинка особенно полезна тем, кто привык говорить сразу на двух языках, русском и башкирском. Мы прекрасно понимаем, что государство ставит задачу государственным телеканалам. Ребята, надо отрабатывать тему языка. У нас проблема по теме языка, да? У нас, все об этом говорят, причем и та, и другая сторона ругает главу. Сделайте что-нибудь такое красивое, типа мы поддерживаем башкирский язык. Как так можно делать свою работу, друзья? Вы пишете, башкирские программисты создали первое в мире приложение для изучения башкирского языка. И здесь ни слова про изучение, понимаешь? И самое главное, я зашел на этот сайт, этой конторы, которая разрабатывала, нет там никакого изучения. Максимум, что там есть, это Т9 и просто, клавиатура на башкирском. Как это помогает мне изучить язык? Скажите мне, пожалуйста. Какое новое слово я из этого могу узнать вообще, кроме Китаптар, которую я знаю так? Да. Программа называется SwiftKey написана, причем не на башкирском, а на английском почему-то она называется. Может быть, это просто башкирский, который потом в будущем будет переведен на латиницу. Это сейчас не важно. Понимаешь, репортаж называется. Это первое в мире приложение для изучения башкирского языка. У меня есть только одно объяснение. Что власти Башкортостана вместе с подконтрольными им СМИ в принципе думают, что изучение башкирского языка — это сделали вам программу печатать на башкирском языке, изучайте сами. Если вы так будете подходить к изучению башкирского языка, друзья, то у вас ничего не получится. До свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.